подписчики, дорогие друзья, мы не один раз рассказывали вам про многочисленные, постоянные информационные диверсии, информационные вбросы против Чеченской Республики, против главы нашего региона, в частности. Мы сейчас хотим вам продемонстрировать, рассказать про очередной такой фейк, который не имеет никакого основания под собой, никакой почвы, как на ровном месте, без стыда и совести можно придумать фейковую новость и умудриться распространить, бросить вот эту информацию. Значит, как мы все видели, Рамзан Абаевич вчера инспектировал многоэтажные дома в городе Курчелой, одна из многочисленных строек республики, и в частности в процессе инспекции Рамзан Абаевич осматривал детскую площадку, и там сделал очень важное замечание, ремарку, свое пожелание озвучил, что на стенах вот этой детской развлекательной локации должны быть не сказочные герои каких-то зарубежных, иностранных, известно знаменитых фильмов, а наши национальные исторические герои. Потому что мы знаем, что у нас в республике огромное внимание уделяется популяризации наших традиций, обычаев, устоев чеченского народа, уделяется большое внимание нашим историческим героям, которых по воле Всевышнего у нас очень много, достойных, и Рамзан Абаевич уделяет этому большое внимание. И, соответственно, глава республики заявил, что надо заменить вот эти сказочные персонажи на наших исторических героев. И эта информация, она моментально распространилась, к нам обращались из федеральных агентств, телеканалов федеральных, тема приобрела резонанс, все об этом говорят, все с воодушевлением, с удовольствием приняли эту новость, положительно оценили, дали по достоинству хорошую оценку вот этому пожеланию главы республики, правильному, рациональному пожеланию, скажем так, но в контексте всего этого в очередной раз о себе напоминают наши недруги, которые уже не один год рьяно пытаются найти какие-то негативные поводы, приукрасить, преувеличить и испортить, пытается, но к большому счастью у нас выработался иммунитет против этих вопросов. Сейчас мы и расскажем, видите, за долгое выступление. Значит, рядом со мной сейчас находится Руслан и Сулейман. Вот эти ребята пишут, что кто-то позвонил, какие-то корреспонденты определенного СМИ, скажем так, позвонили инвестору этой детской площадки, и типа он отказался выполнять требования Кадырова и отказался заменять вот фотографии этих сказочных героев на наши исторических героев Чеченской Республики. Значит, позвонили Руслану. Во-первых, сразу хочу сказать, его представляют вот эти необъективные, не имеющие ничего общего с журналистской этикой, вот эти люди, они представляют его инвестором этой площадки, детской площадки. Хочу сначала спросить, Руслан, кто строит? Вы являетесь инвестором? Или вы вкладываете свои средства, или на чьи средства строится? Проект Курчелой Сити, детско-развлекательный центр. Я занимаюсь детскими развлекательными центрами в Чеченской Республике уже на протяжении 10 лет. Курчелой Сити строится за фондовские деньги. Какой фонд? Фонд Ахмада Кадырова, нашего героя. Хочу сразу отметить для наших подписчиков название Курчелой Сити, по-моему, до сих пор не утвержденное, а то сейчас начну. Да, но вообще условно так. Проект, детский развлекательный проект, который построен Курчелое. То есть могут потом я не являюсь инвестором, я не могу быть инвестором этого проекта. По сути, потому что здание уже было готово построено. Я занимался оборудованием помещения и расстановкой развлекательных средства инвестируют в фонд. Конечно, средства у меня не было такой задачи, не было такого коммерческого предложения ко мне, чтобы я это делал. Вот. А сейчас поэтому можешь раскрыть вот этот момент для нас? Все пишут, я вот хочу как раз таки прочитать несколько заголовков. Сейчас.
Инвестор детского центра в Ключевое отказался заменять героев Марвел изображением Ахмата и Рамзана Кадырова. Сейчас очередной заголовок. В Чечне отказались избавляться от Человека-паука по требованию Кадырова. Очередной вброс. В то же время определенные СМИ сообщают, что инвестор детского центра, на стене которого были изображены персонажи комиксов, отказался менять их на других героев. Расскажи нам про Это смешно. Как это может быть? Во-первых, человек, который позвонил и непонятно как представился, он меня спросил, кем вы являетесь. Звонок был непонятен. Утром мне позвонили, в первой половине дня позвонили, спросили, кем я являюсь. Я сказал, как бы я никем не являюсь, я занимаюсь тем-то, такой-то деятельностью, детской деятельностью. Потом идет вопрос, правда, что у вас там героев Марвела заменяют другими сказочными персонажами? Я говорю, ну, как бы было замечание главы, чтобы заменили как бы другими персонажами. Да, мы видели, да, исторических на исторических. Среди сказочных персонажей будет фотография главы вашей республики, Рамзана Ахматовича Кадырова, он спрашивает. Я говорю, ну среди сказочных героев фотографии нашей главы 100% не будет. Если оно будет в более достойном месте. Так такой короткий разговор у нас. А про первого президента спрашивали? Нет. Просто в тексте пишут, что вы Нет, отказались не было, менять на портреты Ахмата и Рамзана Кадырова. Ну, это очередной фейк, это очередное, как бы, да, журналистское, как бы, да. Не знаю, почему пригласили, давай для подписчиков расскажем. Тамерлана. Сулейман. Тем более телефон я плохо слышу, был на громкой связи, это может подтвердить Сулейман все слышал. Конечно. То есть мы можем однозначно заявить, что на ровном месте собрали вот эту, не знаю, провокацию и бросили. Это просто был очередной фейк, и как бы акцент был этого товарища, который позвонил. Среди сказочных героев будет, среди сказочных героев персонажа будет ли фотография Рамзана Ахматовича Кадырова? На что я ответил, ну среди сказочных героев его не будет. Если он будет, то будет среди реальных героев. Руслан, такой вопрос. Раньше встречался с таким вопросом? Для меня это первый раз, как бы, да. И как ты ощущаешь? Я вообще не понимаю, как так можно делать вообще, в принципе. Люди вроде бы какие-то там... знать, в какой представляются серьезными людьми, да. И такие вещи пишут, как бы, да, там. Но сейчас у тебя есть опыт, будешь знать, чем мы занимаемся, как Рамзан матч подвергается этим бесконечным По крайней мере, но это понятно, человек с большим именем, с большим международным авторитетом, всегда так пытается на нем, скажем так, на современном языке словить хайп, просто крутиться. Но назло вот этим нашим недругам, мы их имена не называем, мы знаем, что это не средства массовой информации, они не имеют никакого права называться средствами массовой информации. А насчет фотографий, которые там будут, да, насколько я знаю, там на самом деле будут фотографии, не фотографии, а нарисованные. Если будут там реальные герои, если речь идет о реальных героях, наших национальных героев, тогда, конечно, там это будет уместно. Но корреспондентам, как он представился, на его вопрос был однозначный ответ, реальный ответ, который он заслуживал, когда был вопрос, среди сказочных героев будет ли фотография Рамзана Ахматовича, я, конечно же, ответил, среди сказочных героев не будет. Будет, насколько я знаю, насколько я располагаю информацией, в этом здании в Ключевое, в этих многоэтажках, на первом этаже детский центр, Второй этаж. На втором этаже, там будут на самом деле изображены наши исторические герои. Да. Это на самом деле мы приветствуем это решение главы республики, жители региона приветствуют, и все здравомыслящие люди приветствуют. Мы видим, какие отзывы оставляют в комментариях на федеральном уровне, в разных регионах. Все приняли эту новость с радостью. Но кого-то не устраивает. Насчет фотографии главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. У нас есть фотографии главы республики на многих социальных объектах. Мы не раз слышали, как Рамзан Ахматович на самом деле выступает против этих фотографий. Когда во время интервью его спрашивали насчет вывешивания его портрета, он всегда выступал против этого. Тем не менее, народ
частный предприниматель, инвестор, владелец какого-то бизнеса, он имеет право вешать фотографии. У себя в кабинете, Да, офисе. поэтому мы Хорошо, будем да, вешать это фотографии главы республики и на социальных объектах, и на любых объектах, в частности, подведомственно нашему министерству с большим удовольствием, потому что мы знаем, какую роль сыграл глава республики и первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджикадыров Алазов. И мы будем с гордостью, с удовольствием назло всем нашим врагам вешать портреты и главы республики, и дома у себя, и на работе, и где угодно, потому что они являются национальными героями нашего народа, нашим провокатором, нашим недругам очередной раз скажем, что скажем. Но учитесь работать Работайте более профессионально. более профессионально. Да, более профессионально. Желаю всем удачи, Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.